Здравствуйте, друзья, у нас срочно новости границы Афганистан и Таджикистан. Враг у ворот, талибы взяли под контроль таджикскую границу. За 2 недели до полного вывода иностранных войск из Афганистана, талибы с боем захватили ключевой участок таджикской границы, таможенный и торговый переход Шерхан-Бандар. Правительственные войска в приграничных районах разбиты. Угроза проекции терроризма на территорию стран Центральной Азии значительно возросла. Боевики радикального движения «Талибан», запрещено в России, 22 июня взяли под контроль главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном, КПП Шерхан-Бандар, прилегающий к нему населенный пункт и все пограничные посты. Афганские силы безопасности в этом районе оставили позиции, а некоторые военнослужащие попросту сбежали через границу в Таджикистан. Движение через контрольно-пропускной пункт приостановлено. Основные боевые действия продолжаются вокруг города Кундуз, который находится в осаде талибов. Практически одновременно боевики захватили несколько районов в провинциях Баглан, Герат, Кундуз, Фарьяб. За последние 2 месяца движение заняло более 30 районов и контролирует сегодня 3/4 территории Исламской Республики. Талибы ощущают близость полной победы. Высока вероятность падения Кабула. Правительственные войска и полиция не справляются со своими задачами. Президент Ашраф Гани вынужден был на минувшей неделе сменить министров обороны, внутренних дел и начальника Генерального штаба вооруженных сил. Это выглядит как жест отчаяния. Афганские парламентарии заявили, что правительство утратило контроль над ситуацией в стране, и призвали создать общественный фронт для борьбы с Талибаном «Звездочка». На фоне развития катастрофической обстановки формируются отряды народного ополчения в провинциях Тахар, Баглан, Джузджан, Сарипуль, Фарьяб, Кундуз, Балх, Парван, Кандагар и Бадгис. Что могут сделать плохо вооруженные ополченцы там, где не справилась правительственная армия, оснащенная и обученная по стандартам НАТО? Между тем, выход талибов к таджикской границе – не просто локальный успех. КПП Шерхан-Бандар – важнейший торгово-перевалочный пункт между Таджикистаном и Афганистаном, через него проходит значительный объем товарооборота между странами Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Вольно или невольно, талибы уже вмешиваются в международные отношения за пределами ИРА, Таджикистан усилил охрану границы и готов разместить у себя 10 тысяч афганских беженцев. Центральная Азия сосредоточивается Центральное командование воскресений США. В зону ответственности входит Ближний Восток, и Центральная Азия сообщила, что вывод американского контингента из Афганистана реализован более чем на 50% и будет завершен до 10 июля. У главы миссии ООН по содействию Афганистану Деборы Лайонс еще теплится надежда, что межафганский конфликт можно решить мирным путем. Однако тактика талибов, окружающих центры провинции в готовности к их штурму, сразу после вывода иностранных войск, практически не оставляет сомнений в развитии событий по самому жесткому сценарию. Соседи вынуждены сосредоточивать силы и средства для нейтрализации угроз. В ходе двусторонних переговоров 22 июня в Душанбе секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и его коллеги из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана, Насрулло Махмудзода, Асет Исекешев, Марат Иманкулов, обсудили проблемы безопасности, касающиеся ситуации в Афганистане, и планы взаимодействия в рамках Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия, Пакистан. Ранее с центральноазиатскими коллегами встречался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Оборонные ведомства России и Узбекистана подготовили программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы. Уровень компетенции и ответственности переговорщиков свидетельствует о серьезности афганской проблематики, о решимости стран Центральной Азии и России объединить усилия, чтобы блокировать вероятную проекцию терроризма, под любой франшизой, на пространство СНГ. Россия готова к любому развитию событий в Афганистане, включая новый виток гражданской войны и попытки террористической интервенции на север. ОДКБ сделает все возможное для повышения обороноспособности членов организации. Кроме того, необходимо задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества, в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран, в ШОС в ранге наблюдателя. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 июня на Московской конференции по международной безопасности заявил, что без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать афганский узел невозможно.
Дежавю. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар 22 июня на заседании Совета Безопасности ООН сообщил, через пару недель вывод иностранных войск будет завершен, и международное сообщество увидит, что Талибан-звездочка не выполнил ни одно из положений договоренностей в Дахе. Собственно, секретом это не является. Пентагон и НАТО давно упустили инициативу в Афганистане и маскируют поспешное бегство удобными трактовками. Распространено мнение, что вывод войск США и НАТО из Афганистана – стратегическая западня для России и ряда стран Южной и Центральной Азии, геополитических противников Запада. Напомним, Афганистан граничит с Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Пакистаном, Китаем, Ираном, Индией. Все эти страны в соседстве с нестабильным радикальным государством обречены на снижение безопасности. Якобы это и требуется Вашингтону. Однако, настойчивые поиски запасного аэродрома для Пентагона в странах Центральной Азии свидетельствуют. Выход из Афганистана – мера вынужденная. Проамериканский экс-президент Ира Хамид Карзай в интервью информационному агентству Associated Press 21 июня прямо заявил, что США и НАТО потерпели неудачу в Афганистане. Международное сообщество пришло сюда 20 лет назад с четкой целью борьбы с экстремизмом и обеспечения стабильности. Но экстремизм сегодня находится на пике, а силы коалиции оставляют страну в полном позоре и катастрофе. За 20 лет боевых действий Талибан-звездочка фактически принудил США к миру. И, возможно, совсем скоро талибы пожелают большего, чем власть в одной стране. Заметим, от проекта Исламского Эмирата они не отказываются. В стране присутствуют и другие деструктивные силы. Террористические организации Аль-Каида запрещена в России, Исламское государство, ИГИЛ или ИГ запрещено в России, еще около 30 террористических группировок. Напомню, талибы с боями захватили власть в Афганистане в 1996 году и ввели самый жесткий вариант шариата – публичные казни и ампутации конечностей за малейшее нарушение законов. Полная изоляция женщин от общественной жизни, запрет кино, телевидения, музыки. Мужчинам полагалась борода, женщинам – паранджа иначе смерть. Кроме того, Талибан приютил лидеров одиозной Аль-Каиды. Через 5 лет талибов вытеснили войска США и НАТО. Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Аль-Каида может восстановить влияние в Афганистане примерно через 2 года после вывода иностранных войск и снова начнет представлять угрозу для США и их союзников. И тогда четвертьвековой цикл афганской истории может повториться. Причем для политической, экономической и боевой устойчивости халифата наверняка потребуются свежие силы и ресурсы соседних стран.